С 7 лет решила окончательно стать врачом, стать хирургом. После того, как моя бабушка, которая являлась врачом, взяла меня на операцию с собой, и где я увидела много для себя интересного и познавательного. В 1998 году мы с семьей уехали на север, в город Тюмень, где я закончила среднюю школу 11 классов и поступила далее в город Сургуте, в Сургутский государственный институт на факультет педиатрии. С 3-го курса я начала работать санитаркой в операционном блоке по ночам, то есть мой рабочий день складывался так, что с 7 утра до 3 часов дня я находилась в университете, а с 3 часов до 7 утра я находилась в больнице на рабочем месте. Ординатуру я проходила в 4 крупных городах, это в Красноярске, в Челябинске, в Сургуте и в Нягане. Во время ординатуры я научилась очень многому, познала очень многое. Я поняла, что я хочу посвятить себя полностью сосудистой хирургии. На первом месте стоять должна любовь, конечно, любовь к медицине, любовь к своей работе, потому что с таким темпом, с такой, можно сказать, зарплатой бывает очень тяжело, бывает и морально тяжело, и физически тяжело работать с врачом, потому что ты не только лечишь пациентов, больных, да, но также ты должен работать в этот момент с родственниками пациентов. Ты должен оказывать им какую-то психологическую помощь, ты должен воздействовать на их детей, на их родителей, объяснять им правильно, рассказывать суть болезни родственникам, чтобы они тебя правильно поняли, чтобы тебе доверились, чтобы доверили тебе свою жизнь. Не каждый человек способен довериться, лечь в операционную под руку хирурга. Я понимала, что в жизни мне чего-то не хватает. Не хватает именно того, что у меня было в детстве, моего родного города, республики, родственников, которые у меня, к сожалению, не было рядом в течение 12-13 лет. Я решилась приехать, и этот шаг был тяжело для меня, бросить все и бросить свою работу, коллег, все отношения дружеские, оставить всех друзей, подруг, все, чем ты жила, все, можно сказать, прошла твоя молодость, и приехать сюда, в Чечню, в Чеченскую республику. Первые месяца 2-3 в моей работе в Чеченской республике были очень тяжелыми. Именно было тяжело работать с родственниками пациентов. Это, конечно, удивительно, но когда к тебе приходит пациент, а с ними еще 30 человек родственников, и ты должна всем подходить и всем отдельно объяснять, что у этого пациента за заболевание и какие там осложнения могут быть. Это очень тяжело. И это морально тяжело, когда тебя не понимает твой же народ, когда не пытаются понять, когда уже приходят в больницу и уже настроены отрицательно, все уже думают, что все врачи плохо лечат и многое другое. Первую операцию в Чеченской республике на сонных артериях, которыми я раньше занималась, я совершила еще в октябре месяце. Пациент доверился мне, можно сказать. Первый мой пациент был русским, фамилия Пашкин. Операция у нас прошла очень хорошо благодаря моему коллективу, благодаря поддержке нейрохирургов, благодаря главному нейрохирургу, который меня очень сильно поддержал, которому я очень благодарна. Пациент был удачно прооперирован, был удачно выписан. На данный момент мы с ним общаемся. Он иногда звонит, созваниваемся, вот, у него все хорошо. Я бы также хотела, чтобы наше население, наши пациенты, чтобы они больше доверяли нашим врачам. Они больше доверяли и приходили лечиться вовремя. Не запускали свое заболевание, не запускали свои осложнения до последних моментов, а приходили вовремя лечиться. Проходили бы хотя бы в год 1-2 раза обыкновенное обследование, хотя бы ходили к терапевту в год 1 раз и делали бы элементарное ЭКГ для сердца. Так меньше было бы у нас вероятности всех осложнений, например, таких как и инфарктов у нас было бы намного меньше по Чеченской республике, если бы мы их выявляли бы заранее. Было бы намного меньше инсультов по республике, если мы их выявляли бы заранее. То есть у нас народ, наше население Чеченской республики очень плохо о себе заботятся. Можно сказать, они практически наши женщины, могу выделить категорию, наши женщины о себе вообще не заботятся. У нас женщины идут в больницу только когда им очень плохо, когда что-то у них уже кровотечение какое-то, когда они уже от болевого синдрома ночью не спят.
То есть до этого момента мы не идем в больницу, мы не обследуемся, мы не лечимся. При любой операции, даже когда ты оперируешь палец на руке, да, ты обязательно должен сказать о всех возможных осложнениях, и родственникам должен рассказать, и пациенту. Есть, когда ты говоришь нашему народу, что вот может быть в любой момент может дать инсульт, инфаркт, может быть от кровотечения, может быть любое осложнение, но этих осложнений у нас не было, но вы должны о них знать и должны быть готовы. Наш народ очень тяжело реагирует и сразу задают вопрос, может в Москву? Может куда-нибудь в Санкт-Петербург поехать, да, и где-нибудь прооперироваться где-нибудь в другом городе. Хоть они не понимают, что эти осложнения, работая в 4 городах России, эти осложнения бывают у всех, и ни один врач от этих осложнений не застрахован. Просто у нас Чеченская Республика наша, она маленькая, и о любом осложнении у нас уже быстро летят слухи, у нас быстро до всех доходит. А то, что в России, например, возьмем огромный, да, там город Москва, что там такое же количество осложнений, намного больше, конечно, в процентах, если взять, намного больше во всех институтах, во всех больших клинических институтах, да, в больницах такие же осложнения бывают, но просто о них не говорят. О них как-то стараются умалчивать об этих осложнениях. Поэтому какая разница, не легче больному пациенту, нашему чеченскому народу прооперироваться здесь, на родине, прооперироваться у врачей, рядом со своими пациентами, и несмотря какое осложнение, быть в Чеченской Республике, чем там где-то в Москве, в Омске, в Питере вы поедете, будете там лечиться, вы не знаете, что вас там ждет, вы не знаете, как этот врач на вас посмотрит, как отреагирует, он вас не понимает, он не понимает вашего менталитета, потому что мы все равно, мы очень разные с теми, которые за пределы Чеченской Республики живут. Я хочу дать этим студентам все то, что я умею, хоть чуть-чуть, капельки дать им чего-то, что им понадобится в будущем, потому что эти же студенты, они уже, можно сказать, врачи в будущем, они будут лечить и моих детей, они будут заниматься моими родителями, дедушками, бабушками, и я хочу, чтобы их лечили хорошие врачи, и у нас студенты наши именно такие, они у нас все грамотные, и мне очень нравится заниматься студентами. И если сказать, как я устроилась на работу, то я сама лично пришла и просила, умоляла, чтобы меня взяли преподавать, и что я потом в течение месяца, можно сказать, звонила директору института, спрашивала, ну когда мне студентов дадут, потому что это для души, работа для души, которая тебе приносит хоть какое-то удовольствие.